الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقا في الدين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Amin. В прошлом уроке мы начали говорить о теме сбора Коран, как был собран Коран. Мы говорили о том, что когда речь идет о сборе Коран, имеется в виду два значения. Сбор Коран в сердцах, то есть заучивание Коран, устная передача Корана, и сбор Коран в мусхафах, то есть письменная передача Корана. Про устную передачу Корана мы говорили о том, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям заботился об этом очень сильно. Он всегда получав, после того, как он получает вахи, откровение, он сразу начал повторить, до того, как Аллах Субхану ва Тааля не спустил аяты, что смысл этих аятов, что не надо торопиться, как все получишь, потом будешь повторять. И он всегда дал, после того, как он получил откровение, позвал сподвижников, чтобы они получили от него устно, и позвал писателей откровения, чтобы тоже они написали то, что он получил от ангела Джибриля, алейхиссалям. И мы упомянули в прошлом уроке ряд ученых, которые перечислили сподвижников, которые выучили Коран, и среди них есть те, которые выучили, пока пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям был жив. То есть до смерти пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям они выучили Коран полностью. И есть среди них, которые выучили после смерти пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть они знали большинство Корана, а маленькая часть осталась, и они выучили эту часть после смерти пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Мы говорили, что устная передача – это основной способ хранения Корана, передача Корана. То есть не письменность, а устная передача – это то есть способ основной для хранения и передачи Корана. О сборе Корана в мусхафах мы начали говорить о том, что во время пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, то есть ученые различают три различные периоды этого сбора. Первый период – это во время пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, и в этот период Коран не был собран в одном мусхафе. И мы перечислили причины, почему не был собран в одном мусхафе. После смерти пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, вторая стадия, второй период, время Абу Бакра радийаллаху анху, был написан первый мусхаф. Из-за того, что много чтецов Корана умерли на битвах, и чтобы они боялись, что если побольше будут умирать хафизы, может что-то из Корана теряться. Поэтому из-за того, что они хотели хранить Коран не только в устном у хафизов, в устном виде у хафизов, но и в письменном. Мы говорили в прошлых уроках о том, что был намек на эти два способа хранения от Аллаха Субхану ва Тааля, когда назвал Коран от слова Коран караа, читал, то есть устно, и когда назвал его аль-китаб, книга или написанное. Поэтому это намек от Аллаха Субхану ва Тааля о том, что Коран храняется и устно, и письменно. Поэтому Абу Бакр радийаллаху анху выбрал сподвижника Заид ибн Табит, и мы говорили, почему он выбрал его. Он был из числа ансаров. Он сказал ему: «Иннака шаббун аакилун, ла наттахимук, кунта тактубу аль-вахья замана наби саллаллаху алейхи ва саллям». То есть критерий выбора Заид бин Табит – это следующий.
Первый, что он молодой. То есть он не забивает, как, например, если он был постарше. Во-вторых, то, что он умный. Третий, это то, что нет сомнения в его богобоязненности. То есть он боится Аллаха, субхану ва тааля. Поэтому, если такая задача будет на него выполнять, то он будет делать наилучшим образом. Четвертый, то, что он был среди тех, которые написали откровение перед пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. То есть у него опыт есть в написании Корана. И, как мы говорили в прошлом уроке, что они собрали все, что было написано у сподвижников, объявили, у кого есть штука, написана перед пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, пусть принесет в мечеть. И он сидел у двери вместе с Умаром, радиллаху анху, и проверили. То, что написано, соответствует с тем, что заучено у сподвижников. Это первый. Во-вторых, чтобы было на это два свидетеля, что это было написано перед пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Но есть здесь один момент. Имам Сахави говорит, что эти два свидетеля будут дать свидетельство о том, что вот есть два варианта у него, по его мнению. Первый вариант – это эти два человека должны дать свидетельство о том, что этот Коран в этой штуке был написан перед пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Или второе мнение, то, что написано в этой штуке, кожи или там кости и так далее, что написан, это один из вариаций чтения Корана. О вариациях, иншаллах, будем говорить в следующих уроках, когда будем, иншаллах, начинать говорить про науку кираат. Иншаллах, будем поподробнее говорить о вариации в чтении. Имам Суюти тоже добавляет, рахимахумуллах, то есть имам Сахави, имам Суюти добавляет еще одно мнение, то, что эти два человека будут дать свидетельство о том, что написано в этой штуке, был из последнего повтора Корана. На арабском языке это аль-ардатуль ахира. Как мы знаем, то, что каждый год ангел Джибриль повторил Коран с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, они сидели вместе, повторяли Коран полностью. Все, что было написано в одном году, например, в одном-то году, они повторяли, чтобы проверить, во-первых, что ошибок не было у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы утверждать, что отмененные тексты от Корана уже убраны. Как мы проходили, тема отменяющие и отменяемые, есть некоторые тексты Корана, которые Аллах субхану ва тааля отменил из Корана. Сначала он не спослал их как Коран, потом поднял. Поэтому, чтобы они не остались в тексте Корана, вот этот повтор каждый год проводил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, вместе с ангелом Джибрилем, алейхиссалям. Поэтому имам Суюти говорит, может, эти два человека нужны для того, чтобы дать свидетельство о том, что написано здесь соответствует последнему повтору, который был в последнем году жизни пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Теперь мы говорили о особенностях первого мусхафа, тоже в прошлом уроке. Мы говорили, что это точный спор всего Корана в одном месте, в одном мусхафе, и это был впервые делается после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Во-вторых, то, что все, что был отменен, все отмененные тексты или там толкования, или там комментарии были убраны, и был только чистый текст Корана, собран в одном месте, без толкований, без отмененных текстов, без комментариев и так далее. Третья особенность, что исламская умма была в согласии о том, что вот этот мусхаф – это то, что получил пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, от ангела Джибриля, алейхиссалям, и передал сподвижникам.
Поэтому вот эти особенности первого мусхафа в нашей умме, в исламе. Этот мусхаф оставался у Абу Бакра, ради Аллаху анху. То есть, как будто он был источником и был у халифа, у правителя сохранился этот мусхаф. После смерти Абу Бакра этот мусхаф взял Умар, ради Аллаху анху, и хранил у себя. После смерти Умара, ради Аллаху анху, взяла мусхаф ее дочь Хафса, мать верующих, ради Аллаху анха, взяла мусхаф и оставила у себя. Хафса бинт Умар, ради Аллаху анхума. До наступления времени Уthмана, то есть после смерти Умар, ради Аллаху анху, после него был правителем Уthман бин Аффан, ради Аллаху анху, и произошло что-то, то, что учители Корана в Медине обучают детей. Каждый учитель обучает то, что он сам изучал. Иногда есть вариации, иногда у каких-то учителей есть ошибки, явные или неявные, в зависимости от типа ошибок. И вот эти детей, которые учились по-разному, то есть получили Коран, как будто разные версии, с ошибками, без ошибок и так далее, начали драться между собой. Один мальчик говорит, вот у меня правильная версия Корана. Второй говорит, нет, мой учитель лучше твоего. Поэтому у меня верный Коран, у тебя нет, у тебя есть ошибки. Тогда, когда это дошло до Усмана, ради Аллаху анху, то, что происходит в Медине, он сказал, если это происходит в Медине пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в городе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, есть такое разногласие между мальчиками в тахфизах, есть такие иногда неточности у учителей. А что происходит в далеких городах? Это, конечно, будет повториться и в других городах, особенно далеких. А как это исправить? Поэтому он позвал или хотел, чтобы собрать сподвижников, чтобы они решили эту проблему. В это время другое событие было тоже, то, что Худайфа ибн Яман, ради Аллаху анху, сподвижник, был на битвах при открытии Армении и Азербайджана. В этих войнах участвовали две армии. Армия Ирака, то есть две армии исламские. Армия из Ирака и армия из Шама, из Сирии. И когда они были вместе, то есть они на самом деле называются две армии, но на самом деле они одна армия. Когда они читали Коран, они постоянно читают Коран, конечно, слышали друг друга, как читают Коран, и оказалось, что каждый читает иногда с разными чтениями. Иногда другое слово, иногда другое правило, или одно и то же правило каждый читает по-другому. Поэтому начали тоже говорить, делать как мальчики делали в Медине. Это говорит, что это неправильно, второй говорит, нет, это правильно, а у тебя неправильно. И Худайф ибн Яман увидел это и боялся. Он оставлял войну там и поехал в Медину. Подошел к Усману бин Аффан и сказал, спасай эту умму до того, как у них будет разногласие в Писании, в священном Писании, как были у людей Писания до нас. То есть, если эту проблему не решим, будет разногласие в Коране. Если мы не убираем все ошибки, если мы не будем поставить стандартизацию чтения Корана, обучения Корана, если мы не устраняем эту проблему, умма будет разделена в Коране. У каждого будет свой Коран.
Тогда Осман бин Аффан решил, что надо собрать людей, чтобы они читали из одного Корана, который подтвержден с подвижниками. То есть не только каждый там читает, как он получил от ученика. То есть у нас в чтении Корана или в заучивании Корана или в изучении правильного чтения Корана есть золотое правило. Передается от Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху, что он говорит: «Факрау кама уллимтум». Читайте Коран, как вас научили. Золотое правило чтения Корана. То есть я сейчас, сегодня, завтра и вчера читаю Коран, как научили мои хазраты, мои шейхи, от которых я получил чтение Корана. И я буду обучать таким образом, как я получил, буду передать следующему поколению. Поэтому это золотое правило чтения Корана. Но до того, как мы принимаем это правило, мы должны утвердиться, что каждый обучает правильно, без ошибок. Тогда решили, что они будут взять мусхаф у Хафсы, ради Аллаху анха, мать верующих, чтобы переписать несколько копий Корана и отправить каждую копию в одном большом городе, в одной большой город. Например, один мусхаф в Ирак, например, один мусхаф в Шам, один мусхаф в Йемен, один мусхаф в Бахрейн и так далее, один мусхаф в Мекку, один мусхаф остается в Медине. И для этого Осман бин Аффан, ради Аллаху анху, сделал комиссию из 4 сподвижников: Зайд бин Табит, который собрал Коран во время Абу Бакра, ради Аллаху анху, Абдуррахман ибн аль-Харith ибн Хишам, Саид ибн аль-Ас и Абдуллах ибн Зубейр. 4 человека собрал их Осман бин Аффан, ради Аллаху анху, и сказал: вот мусхаф от Хафсы. Проверяйте, то есть все, которые приносят к вам мусхафы или части Корана, проверяйте, запишите копии, перепишите копии. И он отправил одну копию в каждом большом городе или в каждую страну, исламскую, так сказать, с преподавателем. То есть он не только отправил мусхафа, и отправил человека, который будет обучать правильно, обучать других правильно. Тогда, когда они переписали, все утвердили, что все как должно быть, без ошибок, без никаких ошибок, назвали эти мусхафи аль-мусхафуль имам. То есть главный мусхаф. В каждом большом городе был такой главный мусхаф, с которого можно переписать Коран без ошибок. А потом Осман, после того, как переписали и отправил, приказал всех, чтобы они сжигали все, что есть в их руках, которое не соответствует этому главному мусхафу. Потому что этот мусхаф, который переписали, это уже получил согласие с подвижников. И была комиссия, которая проверила все, чтобы убедиться, что ошибок нету в этом главном мусхафе. А может, кто-то там переписал одну суру, например, кто-то в Дамаске, например, или в Куфе, или в Мекке, переписал от друга, например, одну суру, а он ошибался в одном слове. Поэтому это недостоверное переписание. Поэтому у каждый человек, у которого есть Коран, который не соответствует главному мусхафу в этом городе, он должен сжигать его. Может, там ошибки есть, может, там не знаю еще что. И то, что в этом главном мусхафе, вот это Коран, который был собран во время Абу Бакра, ради Аллаху анху. И таким образом, альхамдулиллах, после сбора Османа, ради Аллаху анху, сохранился Коран от изменений. То есть каждый сравнил, что у него есть,
с этим главным мусхафом и читал у этого учителя, который пришел с мусхафом. И если были ошибки, он исправил. Если были ошибки в то, что он переписал раньше, он исправлял или сжигал и написал заново. Поэтому, альхамдулиллах, отстранили от этой проблемы по милости Аллаха Субханаху ва Тааля. Даже после, когда вот хариджиты начали там говорить плохо о Уthмане, и даже во время Али ибн Аби Талиб, после смерти Уthмана, есть люди, которые говорили плохо о Уthмане ибн Аффан. Почему? Потому что они говорят, он приказал сжигать мусхафа, сжигать Коран, который у людей. Поэтому Али, радиаллаху анху, выступал, защищал Уthмана, радиаллаху анху. Он сказал, не говорите в этом деле о Уthмане плохо, потому что он делал, что делал, после того, как он советовался со всеми сподвижниками или со сподвижниками, которые были у него. То есть это не было решение Уthмана одного, а было решение сподвижников, чтобы сохранить Корана от изменения. Даже в другой передаче он говорит, если я был правителем вместо Уthмана, радиаллаху анху, я бы делал точно, как он делал, по отношению к сбору Корана и к переписанию или копии главного мусхафа. Поэтому то, что делал Уthман, радиаллаху анху, это большая работа, которая участвовала в сохранении Корана до нашего дня. Альхамдулиллах. Это милость Аллаха Субхану ва Тааля, и опять это выполнение его обещания. «Инна нахну наззальна дзикра, ва инна лаху лахафизун». На этом сегодня все. Субханак Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илляха илля ант, настагфирука ва натубу илейк, вальхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху